Сегодня мы представляем Абдукадыр Даутбекова, академика Академии науки, культуры и литературы Чувашской Республики. Это историк из Казахстана, наш гость Михаила Николаевича Юхмы. Казахстан и Россия всегда были дружны, с Чувашией имеются тесные связи. Какие узы вас связывают с Чувашией? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, здравствуйте. Желаю вашим слушателям, телезрителям всех благ. Казахстан и Россия – это тесные союзники, братья. У нас общая судьба, общая история и общие политические действия. Казахстан и Россия действуют в одном большом политическом русле. А если взять Чувашию, чувашский народ, то у нас очень тесные кровнородственные связи. И чуваши, и казахи являются потомками древних гуннов. Казахи в свое время остались на территории Казахстана, а другая часть гуннов во главе с великим правителем Баламером двинулись в Поволжье. Здесь они вошли в состав государства Идель. Идель переводится на русский язык как «семь племен». Баламер оказался выдающимся правительством. Он смог стать у руля этого государства. Затем он смог создать очень сильную армию. И благодаря этой армии он покорил многие территории, в том числе Северный Кавказ и Причерноморье. Затем, когда началась засуха, он двинулся в Киев. В то время Киев назывался Аскал. Потомок Баламера Аттила завоевал Западную Европу. Но это историческая данность, известная многим. Благодаря вот тому, что Баламер и Аттила пришли на новые земли, они смогли сохранить древний язык гуннов. Мы же, казахи, не смогли это сохранить. У нас более поздний язык, более поздний тюркский язык. Но кровь у нас одна. Мы сейчас изучаем тамги как казахов, так и чуваши. Те роды и племена, которые есть в Казахстане, есть и в Чувашии. Откуда это мы взяли? Мы стали исследовать тамги. К сожалению, чуваши потеряли свои родовые названия, племенные родовые названия. Но они сохранили тамги. Сохранить тамги – это многое значит. Благодаря мы стали сравнивать тамги чувашей и казахов. Они оказались идентичными. То, что когда-то гунны жили на территории Южной Сибири, доказывает многое. Там, например, в Минусинской котловине, Алтае, Туве и Хакасии очень много тех же самых тамг. Эти же тамги чуваши, то есть гунны, смогли перенести как Поволжье, так и Западную Европу. Эти тамги мы сейчас находим. О чем это доказывает? О том, что когда-то гунны, предки чуваши, жили на территории Сибири, Алтая, Тувы, Хакасии. Вот это наша показывает нашу кровную родственность. Буквально вчера
мне Юрий, мой новый друг, показал возле музея пива столб. Я спросил, что это за столб? Столб Керемета, Бога. Такие же столбы есть в Якутии. Что это доказывает? Это доказывает то, что когда-то предки чуваши, болгары и гунны жили в Сибири. То есть духовная связь, она сохранилась. Вот все эти корни, древние корни, мы ищем и находим. Я вам могу открыто сказать, что казахи и чуваши – это единый древний народ. Я очень благодарен чувашскому народу за то, что они смогли сохранить древний западный гунский язык, то есть тюркский. Чуваши говорят на древнем тюркском языке, на очень древнем тюркском языке. Он мало изменился, чувашский язык? Чувашский язык, я вам скажу так, я знаком с работами ученого Сергеева, он из Киргизии. Ну, он чуваш. Угу. Чуваш сам, да, чуваш. Но он сейчас живет здесь, он выпустил много книг. Это Эрнст Сергеев или кто? Кого имеете? Да, Сергеев, ученый, вот он живет в Чувашии. И просмотрел его книги, там слова, чувашские слова даны в русском и чувашском варианте. Просмотрев эти слова, я пришел к выводу, что они имеют идентичность с казахским языком. Просто звучание различные. Ну, надо знать, наверное, да. законы языка. Я сегодня был на празднике, на народном празднике. Шурбе называется. То же самое слово, ел, это прекрасная чувашская пища. Но точно так же, эта же пища у нас называется сорпа. Шурбе, имеете в виду? Да, сорбе называется сорпа. Обратите внимание, различие небольшое. Но это естественно. Таких слов тысячу и тысячу чувашских и казахских. То есть мы говорим практически на одном. Просто вы говорите на древнем языке, а мы говорим более позднем языке. То есть на кипчакском языке мы говорим. Но что меня очень радует, то, что вы смогли сохранить вот этот язык древний чувашский, древний гунский, и сейчас мы можем говорить древний чувашский. Этот язык надо сохранить. Он очень красивый, певучий. Я сегодня говорил вам, был на празднике. Там женщины, мужчины выступали, пели песни. Они не имеют никакого музыкального образования. Откуда женщины из... народный фольклор имеете в виду, да? Да, народный фольклор. Но они не хуже профессионалов поют. Это какой удивительный народ, это как они смогли сохранить свое искусство. Поэтому чуваши должны сохранить свой язык. Это нужно не только для чувашей, это нужно для всего тюркского мира и для всей планеты. Потому что каждая культура имеет большую ценность. Значит, наши ученые недаром говорят, главная ценность у чувашей у нас – это наш язык. Значит, они правду говорят. Они правы, они не ошибаются. Я могу вам в этом вопросе сказать, что я знаю многие тюркские языки, но я знаю, что чувашский язык, он не имеет цены, он велик, он могуч. Раз так даже в деревнях поют и говорят, это великолепно. Ну, то, что поют, это может быть просто способности. Там же не все, не первого встречного взяли. Только они тренируются, репетируют.
Знаете, только на одном даровании даются не только на одном труде, особенно чтобы стать певцами, писателями, музыкантами, поэтами. Это еще нужно, чтобы что-то было свыше, то есть от предков. Видимо, ваши по наследству, да? Да, по наследству. Геном дает свои результаты. Ну, это нескромно спрашивать, что вот, значит, чувашский, с моей стороны, чувашский народ, значит, талантлив, вы хотите сказать? Безусловно. Извините, я перебил, вы что-то хотели сказать? Нет, задавайте вопросы. Вам со стороны, конечно, виднее, что вот представляет из себя чувашский язык. Это вы понимаете, что чуваши для тюркского мира большой интерес представляют, большое значение имеют. А это в других государствах, тюркских государствах, скажем, там, в Туркмении, в Киргизии, например, в Татарии, Башкирии, Азербайджане, это понимают? Или вы как языковед, как историк понимаете? Знаете, в первую очередь, как историк, я не думаю, что в других республиках или среди других тюркских народов иное мнение. Я не думаю. Я думаю, что они тоже придерживаются. Я не могу отвечать за киргизы, я не могу отвечать за туркмены и других народов. Это их дело. А я отвечаю за себя. Поэтому давайте я не буду отвечать за других. Это мое личное мнение. И мои соратники, ученые, казахи, они придерживаются тех же такого же мнения. Ну, сейчас в Казахстане у вас, говорят, у нас политики, Казахстан немножко отходит от России. Так ли это на самом деле? Я сюда приехал не пропагандировать какие-то политические идеи. Ну, раз вы задали вопрос, потому что это я не дипломат, я не политик, поэтому политический вопрос я не собираюсь отвечать. Ну, раз вы задали, казахи очень относятся к России с трепетом, с уважением. Мы любим Россию, мы любим россиян, уважаем. И в том числе россияне нас уважают. Поэтому здесь какие-то препятствия или какие-то перепоны нет и не может быть. Мы дружили с Россией и будем дальше дружить. Это наша, думаю, линия. Я лично придерживаюсь этого курса. Наш президент, и сейчас Назарбаев, и прежний президент, и сейчас новый президент точно такого придерживается такого. Я поддерживаю их политические действия. Это мое личное мнение. Вы являетесь писателем и исследователем, я так понимаю. Да, сколько у вас книг? Вы в каком направлении в основном работаете? Я выпустил 29 книг. И еще редактор 6 книг. Автор около 50 статей. Научных статей. И еще около 50 научно-экономических проектов, идей. Они, значительная часть из них притворилась в жизнь. А научные мои работы посвящены истории. Я историк по профессии, поэтому я истории посвящена. Но Бог дал, и я еще литературно-художественные книги тоже пишу. Ну, тоже, наверное, исторического характера, да, книги? Естественно. Я предпочитаю историю. Ну, надо работать там, где... Куда душа тянет? Где душа тянет. Скорее всего, не сколько душа тянет, сколько ты должен знать. То есть в своей профессии ты должен хорошо разбираться. А если ты хорошо разбираешься в своей профессии, то значит, я думаю, без души любая работа, какую работу, какую профессию не возьмите, без души там нет работы.
фальшь, она все-таки будет видна, и душа не будет удовлетворена, наверное. Это самое, как бы сказать, самообман. Нельзя обманывать самого себя. Вот я, у меня такая позиция. Вы сказали, над проектами еще работаете. Какого характера вы Ну, вот, например, я работал многие годы, работал внештатным советником нашей области, с руководителями. Вот. Им предлагал те или иные идеи, проекты. Часть из них это была прикладная жизнь. А советником у кого вы были? Я не понял. У первого заместителя акима области. Нескольких, не одного, а нескольких. Аким это что? Это, аким это ваш губернатор. Ага. Понятно. Как губернатор области. По истории и по культуре, наверное, да? Знаете, я как имиджмейкер им помогал, политолог, аналитик, вот эти мои направления. То есть помогал, если говорить вашим языком, губернатор, вот, термин, если применять. Помогал им правильно строить работу, свою работу. Потому что одному человеку все охватить, во всех областях быть грамотным, наверное, тяжело все-таки, поэтому советники требуют. Знаете, Уинстон Черчилль имел очень много советников по разным направлениям. Он остался в истории. Мудрый человек был. Мудрый, естественно мудрый. И таких мудрых руководителей и в СССР, и в наше время очень много. Наш президент очень мудрый человек. Нурсултана Назарбаева имеете в виду? Да. Ну и сейчас Токаев тоже. Я сторонник, очень с большим уважением отношусь к Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, он тоже советуется со многими советниками, потому что он очень разносторонний человек. А одному человеку охватить все сферы деятельности это просто невозможно. А мудрый, чем, я вот всегда говорил, чем мудрее руководитель страны, тем больше у него советников. Я являюсь представителем Чувашской республики. Для более тесных связей с Казахстаном, что необходимо делать, по вашему мнению? Мне этот вопрос вчера Дедюков Юрий задавал. Что надо делать? Есть два уровня. Первый уровень это народный. Вот, например, я сейчас в Чувашии, ну, как народный... Частный гость? Я, да, как гость, но я не просто гость, я еще пишу книги, поэтому то, что я здесь увижу, завтра я информацию донесу до других. Это хорошо как для чувашского народа, потому что я буду пропагандировать этот народ, его дела, его мысли. Точно так же другие представители чувашского народа, если я из Казахстана, то из Чувашии тоже должны приезжать в Казахстан, знакомиться, дружить. Точно так же надо налаживать мосты на другом уровне, государственном. Они такие имеются, мосты дружбы, на правительственном уровне? Скажем, Я думаю, что над этим вопросом надо работать. Ну, народная дипломатия, люди общаются, да, общаются, потом да. уже Да. на более высоком уровне, на правительственном уровне можно. Да. Понимаете, мы должны друг друга приглашать. Ходить в гости. Чтобы знать друг друга, мы должны приглашать друг друга, знать друг друга, общаться. Надо тесно взаимосвязь. К сожалению, до сегодняшнего дня взаимосвязь не такая уж широкая.
не такая широкая. А надо бы этот вопрос глубже заниматься. То есть налаживание, если говорить простыми словами, просто мы должны наложить это мосты. Как вы говорите, на народном уровне, так и на государственном. Ну, вот вы приезжаете к нам в Чувашию, еще кто-то приезжает из Казахстана? Там творческие люди, например. Ну, народ, наверное, не сообщает, вот с кем-то общается, с кем-то дружит. Ну, я понял ваш вопрос. Ну, я сам лично знаю, что Михаил Николаевич дружит с Олжасом Сулейменовым. Олжас Сулейменов вся Россия. Да, знает. конечно, мы студентами были его Да, лично. вот Олжас Сулейменов. Ну, со мной приехал мой, я не хочу сказать, что он юный друг, но он намного моложе меня, Никита Данилович Храмов. Он буквально завтра или послезавтра будет здесь. Мы с ним, инициатором моего приезда сюда был Никита Храмов. Он председатель Чувашского этнокультурного центра в Казахстане. Ну и меня приглашал сюда Михаил Николаевич Юхма. Вот, приглашение Михаила Николаевича Юхма и действия Никиты Даниловича Храмова явилось то, что я оказался здесь. Вы впервые в Чувашии? Да. Ну, опять же, это неэтично, наверное, спрашивать у гостя, как вам Чебоксар, как вам Чувашия. Но все же я спрошу, Да, как нет, его впечатление? Здесь я не вижу неэтичности. Вы очень правильный и нужный вопрос задали. Я уже третий день в Чувашии. И знаете, я счастлив, что оказался здесь. Я хожу по улицам, вижу людей, в гостинице живу, там тоже встречаю людей. Сегодня был на празднике, тоже встречал людей. И знаете, народ чувашский произвел на меня сильное впечатление. У вашего народа очень большой позитивный психологический настрой. Люди такие добрые, отзывчивые, сердечные. Я думаю, что сам Бог, Он дал вам, это ведь красота, красивый мир. Люди, ходишь по улицам и видишь, что люди не беззлобные. Не злобные. Нет агрессии, психологической агрессии нет. Вот что важно. А такой народ, такой благородный народ, я думаю, очень скоро станет на колени. Духовные, политические, экономические, я думаю, на ноги. Встанет с колен. Да, станет. Станет еще лучше жить, станет еще мудрее. Я знаю, я вам скажу так, мудрость чувашского народа состоит в том, что они спокойно воспринимают жизнь. То есть философски. И, понимаете, немножко, я грубо скажу, не дергаются. Не дергаются. Вот. Живут так величественно, так мудро. Вот. Душа полна добра у людей. Масса, причем масса. Я иду, знаете, вот за 3 дня я не увидел, может, я не совсем наблюдательный, не увидел ни одного плохого человека. Понимаете, у меня такое впечатление. Ну, это в связи с праздником, наверное, тоже. Я не думаю, что это с праздника. Даже в празднике хмурые люди бывают хмурыми, недобрые люди и в празднике, и в будни будут недобрыми. А город сам, а теперь вы же задали еще по городу. Город приятный, собранный, все чисто, улицы чистые. И что меня удивило, дороги хорошие дороги. Столько хороших дорог, прямо удивительно. Леса, там леса, здесь леса, деревья, Чебоксары утопают в зелень. Это же великолепно, что народ смог создать. И вообще
я думаю, что чуваши должны быть благодарны своим предкам, что они выбрали такую землю, столько леса, столько зелени, столько воды, столько рек, озер. Это, видите, это тот дар, который получили нынешние люди. Но это выбрали так не они, а выбрали их предки. Поэтому, я думаю, чуваши каждый день должны благодарить своих предков за их выбор. Великолепная земля. И люди достойны этой земли. В основном у нас в городе живут или обрусившиеся, или люди, в общем-то, говорят по-русски. Вы, наверное, обратили внимание? На родном языке обратили внимание? На родном языке говорят у нас в городе? Говорят. Все нюансы, мелочи замечаются. Ну, вы в деревнях не были, в Чувашии здесь? Я сегодня встречался с людьми из деревни, там по-чувашски говорят спокойно, никаких проблем нету. Да и в городе часто говорят по-чувашски. Ну, есть и русскоязычные чуваши. Ну вот на Западе часто говорят, что российский народ, имеется в виду весь российский народ, мало улыбаются. И на фотографиях я видел космонавта, как американцы улыбаются, а наш космонавт сидит так, как бы хмуро. Что можно сказать о чувашах? Они улыбаются чаще? Не обратили внимания? Я на этот вопрос ответил. Да. Лица просветленные, в лице много на лице солнца, широты много, доброты много, сердечности много. Я не считаю, и к российскому, я в России и раньше был в других регионах, Сочи, Северный Кавказ, Крыму. В Крыму в основном живут русские. Ну, в Крым, как вы знаете, в Сочи и в Крым, и в Москве был. В Крым, в Сочи съезжают со всех регионов России. И, знаете, вот удивительно, вот я, когда был в этих регионах, меня удивила вот чистосердечность россиян. Вообще российский народ, по большому счету, это очень открытый, душевный народ. Вот я, приехав в Чувашию, не сожалею, что потратил столько времени. Наоборот, я очень рад, я счастлив. Я считаю себя счастливым человеком, что встретил такой народ. И счастлив, что знаком с таким великим человеком, как Михаил Николаевич Юхнов. Это бесценный дар чувашского народа. Иметь такого провидца, я думаю, любой народ был бы рад. Я рад прикоснуться к его творениям. Я последователь, ну, в Казахстане я агитирую и говорю, что Михаил Николаевич очень много правильных идей, мыслей высказал. Он борется за процветание своего народа. А ведь благородный труд и быть рядом с благородным человеком – это великое счастье. По-моему, чуваши, русские тоже говорят, старайся дружить с мудрыми и с сильными людьми. Сам же ты станешь таким. Ну, как говорят, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да, вы очень правы. Рядом с Михаилом Николаевичем, ну, как бы сказать, ощущаешь, уже становишься другим. Налет всякий, ну, как бы сказать, налет каких-то нехороших настроений уходит рядом с этим человеком. Вот. Это очень великий человек. Его величие не только состоит в том, что он пишет такие замечательные книги, мудрые книги, но он еще велик своей простотой, доступностью.
Понимаете, вот великие люди, они никогда не бывают чванливыми. Они всегда бывают доступны, как вы говорите, доступными, добрыми. Я, например, с Олжасом Сулейменовым встречался, я всего один раз с ним встречался. И он был очень доступный. Я подумал, он имел такую всесоюзную известность, а так очень просто, доступный. Видите, ведь даже Лев Толстой, он был тоже доступен. А хотя он был графом, хотя был он величиной номер один. Поэтому просто быть с таким человеком, как Михаил Николаевич Юхман, я еще раз говорю, это великое счастье. Многому у него учишься. Учишься у него жить, учишься у него творить, делать такие же поступки, как он. Поэтому весь чувашский народ просто счастлив, что у него есть свой чувашский Лев Толстой. Ну, это интересное сравнение, да. Общаясь вот с чувашами, побывав в Чувашии, вам наверняка захочется приехать еще. Что бы вы могли предложить? Какие точки соприкосновения развивать нужно бы? Вот скажем, буквально все. Все буквально все сферы нужно развивать. И экономические, и культурные. Пусть ваши артисты ездят к нам. Пусть наши артисты сюда приходят. Пусть ваши писатели ездят к нам. Или ученые. Все стороны общения, они полезны. Полезны как чувашам, так и для казахов. Они полезны. Потому что мы родственные. Не только что это нужно вообще это, понимаете, казахи толерантные. Я обратил внимание, чуваши тоже толерантны. Толерантность всегда помогает. Вообще возвышает. Толерантность человека возвышает. Поэтому мы, эти два толерантных народа, должны общаться. Ну, это просто сказать, конечно, вот общаться надо во всех сферах. Более вот точно, если выразиться, что мы можем, скажем, турецкий лицей у нас был, турецко-чувашский лицей был у нас в Чебоксарах. Наши учащиеся учились и потом вроде там практику проходили в Турции. Ну, Чувашия это более бедный регион по сравнению с нашими соседями. У нас всегда упирается вопрос в деньги, финансовые возможности. Ну вот из таких конкретных предложений у вас ничего не созрело на данный момент? Понимаете, вызывает такой вопрос. Я бы сказал так, чуваши очень богатый народ. Духовно. А это разве не богатство? Это богатство, конечно. Но сейчас данное... Экономические вопросы, они тоже будут вызревать, но такой мудрый народ, он всегда будет находить пути соприкосновения. Я в этом не вижу проблем. А любая работа, какая бы она ни была, она требует напряжения. Работа? Да, напряжение. Если то русские говорят, под лежачий камень вода не течет. Почему мы должны лениться? Мы не должны. Мы должны искать мосты соприкосновений. Вот и все. Здесь каких-то больших... Вы думаете, казахи будут против налаживания? Нет. Абсолютно нет. Не только вот с чувашами, но со всеми регионами России будут настраиваться на союз, на взаимные выгоды, торговлю, на духовный обмен. Это полезно, понимаете, здесь никакого вреда нет, наоборот, польза. Поэтому мы должны идти по этому пути налажен. Опять я говорю, любой труд, любое усилие, оно не является легким.
Не ищите легких путей. И не надо искать легких путей. Надо трудиться, искать, творить. А готовые рецепты никто не давал и не будет давать. Надо искать их. Ну, наверное, нужно искать те связи, которые нас как бы по умолчанию нас сближают. Например, сказки какие-то общие, похожие сказки, пословицы. Или, скажем, я слышал, что в Турции проводятся фестивали общетюркских фотографов, художники собираются молодые. Все-таки, наверное, нужно делать упор для молодежи, чтобы они общались больше. И взрослее они уже будут больше встречаться, больше общаться, и какой-то результат будет от этого. Знаете, я не согласен с вами. Все должны общаться. Я, например, мне 67. Михаилу Николаевичу за 80. Ничто нам не мешает общаться. То, что мы должны закладывать будущее для молодежи, это правильно. И молодежь должна общаться. Нет препятствий для, не вижу. для связи? Да. Не вижу. Все должны общаться. И дети, и взрослые, и старики. Все должны общаться. Что вас больше всего впечатлило в Чувашии, в Чебоксарах? Чувашский народ. Народ сам. Да. Понимаете, такой народ, это удивительный народ. Понимаете, я заряжен позитивом от вашего народа. Понимаете, столько энергии, столько. Я, например, да, привез с собой столько лекарств. Сейчас, они не понадобились вам? Они не понадобились. Это получается, что я заряжен позитивом, который получил от народа. Люди у вас очень хорошие, я говорю, добрые. Идешь по улице и, понимаете, энергию от них, я, конечно, не вампир, но энергия добрая, у них как бы забираешь, что ли, если так говорить. Богатые люди не могут подарить, может, или земля может благоприятно на вас подействовала? Все вместе, да, все вместе, и природа, и климат, и вот столько зелени, все это впечатляет. Город, я же сказал, город очень хорошо расположен, очень хорошо, уютный, компактный город. Ну, может быть, тогда мы не понимаем, что мы имеем. Со стороны вам, конечно, виднее. Знаете, вы должны ценить свой народ. Народ прежде всего. Да, в первую очередь народ. Народ, и еще раз говорю, народ. Потому что такой удивительный народ, как чуваши, он достоин большого внимания. Как с нашей стороны, так и со стороны представителей этого народа. Вы должны гордиться, что у вас есть такой народ. Я приехал, я говорю, получил столько позитива, я не ожидал. Честно, я главное скажу, я не ожидал. А столько добрых людей, просто это удивительно. Ну вот вы сказали, что человек это богатый, сильный народ. Лет 10-15 тому назад по телеканалам, по СМИ рассказывали, что чувашей включили в число исчезающих народов. Потому что в 1990-е годы наш народ насчитывал 1 800 000 в численности, а сейчас он где-то убавился, вот боюсь перепутать, где-то 1 300 000, что ли, или 1 500 000. Вот эти данные как-то расходятся с тем, что вы говорите. Вы об этом не знали, что о чувашах говорили, что это исчезающий народ? Стремительно при том. Знаете, я был в городе Усть-Каменогорске. В то время, когда я был в том городе, ну, просто вы называете мэр, а мы называем аким города. Он меня пригласил. Зачем он пригласил? Он просил дать его команде определенные навыки, знания.
Ну, не все грамотные товарищи, просто Ну, это молодые люди, наверное, Павел Павлович, ну, сидят кругом женщины, в основном были женщины, и там несколько мужчин. Я сказал, ну, там вопрос, как что-то пошел по теме, что людей маловато. И я сказал, что я из Южного Казахстана. Я говорю, в нашем Южном Казахстане, говорю, мужчины дома не спят. Женщины это столкнутся. А что они там делают? Я им сказал, они работают над деторождением. Чувашам тоже, мужчинам надо работать. Более активно. По ночам надо работать. Активно. Ну, ведь говорят, женщину не принудишь к этому. Если женщина не согласна с этим, она может свое решение принять и... Нет, женщина хочет то же самое, что и мужчины. Ну, хотя говорят, муж это голова, жена шея, куда хочу, туда верчу. Вы с этим не согласны? Это, скорее всего, это народные... Отговорки, да? Знаете, те мужчины, которые не хотят работать, находят всякие причины. Конечно, это я вам говорю в шутливой форме. Я думаю, ваши слушатели тоже поймут это. Это все в своих руках, мы понимаем. Вот сейчас у нас в деревне возрождается, стелу установили при въезде в деревню, потом ярмарку проводят. Это все силами наших односельчан. Ярмарку проводят, футбольные турниры проводят. На 9 мая провели, потом на Троицу провели, потом в феврале в честь защитников Отечества проводят турнир по вольной борьбе. И вот я читаю, смотрю в средствах массовой информации, такие события тоже происходят во многих деревнях. Наверное, народ просыпается, если вы уж заметили, что чуваши это сильный, мощный народ. В этом, конечно, я в этом и не сомневаюсь, потому что я сам являюсь чувашом. Если это со стороны видно, значит, так оно и есть. Это никак не скроешь на уровне всего народа. Это с одним человеком, если можно пообщаться, а хмурость, там, замкнутость, это можно обнаружить. А на уровне всего народа, наверное, да, это вы правы. С этим уж трудно не согласиться. Может, тогда это второе дыхание, или, как говорят спортсмены, открывается у нашего народа. Новые времена наступают. Хотелось бы верить, и мужчины должны работать, и женщины тоже должны думать о своем народе на более широком смысле этого слова. И ваши пожелания нашему народу. Все в руках народа. Никто за народ не будет работать. Каждый народ должен браться за дело. В начале 20 века выдающийся казахский интеллектуал Мағжан Жұмабаев сказал следующее. Проснись, казах. Эти слова актуальны для казахов и сейчас. Такой же лозунг актуален и для чувашей. Проснись, чуваш, я бы сказал. А все остальное, благодаря труду и напряжению, придут к тебе. Успех будет. Да, все будет. Я верю, что такой народ, как чуваши, достигнут больших высот во всех направлениях жизни. Большое спасибо, что уделили мне время. Спасибо вам большое. Успехов вам тоже.